Елене Водзинской, ветерану Великой Отечественной войны, сейчас 96 лет. Возраст сказывается не только на физическом состоянии, но и забирает самое ценное – воспоминания. Несмотря на это, напоминает родной сестре и дочери о предстоящем в августе ее дне рождения. И, конечно же, вспоминает события 79-летней давности. Будучи юной 17-летней девушкой, она попала в военный госпиталь в Цхалтубе, куда свозили раненых бойцов. Здравствуйте, Елена Тимофеевна. С праздником вас, с Великой Победой вас. Спасибо вам, вашим боевым друзьям за все, что вы сделали для многих поколений. Долгих лет жизни. Мы вас любим, ценим. Вице-президент Бадра Гунба вручил ветерану цветы и денежный подарок. Ветеран охотно поделилась с гостем тем, что ее радует и беспокоит. Рассказала о том, что в их многоэтажном доме не работает лифт, что усложняет возможность бывать на улице чаще. Вице-президент обещал в ближайшее время создать для нее подходящие условия, возможно, помочь финансово восстановить ее частный дом. В частном доме посмотрим, что сможем сделать. Может, какими-то работами помочь. Посмотрим, определимся и попозже мы дадим знать. Поздравительный адрес ветерану направил и спикер парламента Лаша Ашуба. Его представители пожелали Водзинской доброго здравия, вручили цветы и денежный подарок. Елена Водзинская – мать 5 детей. Ее муж Олег Водзинский был военным и прошел Великую Отечественную до победного конца. Его не стало в 1987 году. Свою юность она вспоминает отрывками, но уверенно рассказывает, что в госпиталь для помощи раненым бойцам она отправилась осознанно, ведь от нее могли зависеть чьи-то жизни. За свои заслуги Елена Водзинская награждена многочисленными медалями. Мама меня не пускала. Отец на фронте, брат на фронте. Ты, говорит, тоже лезешь туда, куда тебе не надо. Но я полезла туда, куда я была нужна. Да. Я помогала. И спасли многих. О, еще сколько. Работа в тылу, конечно, несравнима с фронтовой жизнью. Однако очевидно, что самоотверженно выполняя любую работу, труд каждого становится общим благом. Асида Малия, Инал Винджи, Абхазское телевидение.